Сегодня специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса встретились с жителями второго Куляцкого наслега Вилюйского района. Цель встречи – ознакомление с районами падения отдельных частей ракеты «Союз-2», которая вскоре стартует с нового космодрома «Восточный». Представители Роскосмоса пояснили, районы, куда будут опускаться ступени ракеты, разные. Это не только Якутия, но и Хабаровский край, Амурская область и Охотское море. Президентом Российской Федерации определена дата запуска 25 декабря текущего года. Значит, на следующей неделе он проинспектирует объекты космодрома «Восточный», и в эту дату могут быть внесены коррективы, а может быть нет. Значит, мы свою работу строим из того, чтобы обеспечить пуск 25 декабря 2015 года. Значит, от встречи с местным населением у нас самые положительные впечатления, хотя по некоторым вопросам, на мой взгляд, местное население нас не слышит. Радиоактивную опасность на средствах выведения, которые планируются на космодроме «Восточный», в ближайшее время устанавливаться не планируется. Значит, нижняя граница района падения на сегодняшний момент находится на расстоянии 22 километра. С учетом того, что точка прицеливания выбирается ориентировочно в середину района, то отделяющие части будут падать не менее 50-75 километров от района. Единственный сегодня УЛУС в Республике Саха-Якутия, который имеет прямое соглашение с Федеральным космическим агентством, это Вилюйский УЛУС. Никто, не только в Республике Якутия, никто в государстве не имеет такого соглашения напрямую с предприятиями, с организациями ракетно-космической промышленности, да. Но с Федеральным космическим агентством соглашение имеет только Вилюйский УЛУС. И в этом соглашении в том числе и прописаны те льготы, те преференции, которые получает Вилюйский УЛУС за, так сказать, участие в обеспечении космической деятельности.